Здравствуйте, в эфире программа «7 дней плюс», я ведущая Ильзира Юзаева. У пророка Мухаммада есть такое высказывание: «Любовь к родине – это и есть проявление веры». Россия – это государство, в становлении и защите которого наши татары-мусульмане всегда принимали самое активное участие. Об этом мы сегодня с вами поговорим с нашим гостем. Это председатель Духовного управления мусульман Донецкой республики Рашид Джихангирович Брагин. Рашид Афенди, сәлемсіз? Ассаламу алейкум, сәлемсіз. Рашид Хазрат, скажите, пожалуйста, сколько сегодня мусульманских общин в Донецкой республике? На сегодняшний день зарегистрированных по законам Российской Федерации 7 мусульманских общин. Это Шахтерская, Макеевская, Горловка, Снежное, Донецк, Мариуполь. По-моему, все, скажем. Часто ли вы собираетесь, вот, учитывая сложность ситуации? Ну, в настоящее время, наверное, нужно как можно чаще собираться. Мы это делаем. Вот, собираемся. Конкретно мы не назначаем, но вот по мере надобности, конечно. А надобность в наше время при постоянных обстрелах, она возникает довольно часто. Поэтому нам приходится собираться на заседания президиумов. Просто мы собираем председателей общин, имамов общин. Это приходится делать часто. Ну, какого приход не собираете, да? То есть люди не приходят на пятничные молитвы, то есть такого нет уже, да? Нет, как нет? Пятничные молитвы, джума намаз у нас в каждом городе. То есть это священно, это традиционно? Конечно, тут даже не обсуждается. У нас проводятся, кроме пятничных молитв, у нас мечети или молельные дома у нас открыты, поэтому читаются, кроме джума намаза, читаются пятикратные молитвы, кто возможен. Приходят наши военнослужащие, которые сейчас находятся, они знают, где находятся наши мечети, поэтому у нас воскресные школы работают, мы повышаем квалификацию наших имамов, председателей, приглашаем для того, чтобы проводили лекции, поэтому довольно оживленная у нас проходит. Даже неспокойное время, все равно работа идет, да? Ну вот, неспокойное время, работа у нас только сегодня, на сегодняшний день идет в Донецкой соборной мечети, которая еще впервые была обстреляна снарядами в 2015 году. И с тех пор уже 6 прямых попаданий в нашу мечеть. Поэтому для сохранения жизни наших прихожан, наших мусульман, мы временно закрыли мечеть и не проводим. В остальных мечетях проводятся мечетях. Мариупольская соборная мечеть прошла реконструкцию, поэтому это самый многочисленный такой приход, потому что в Мариуполе, восстановление Мариуполя были привлечены для восстановления много рабочих, там наши братья-таджики, узбеки, поэтому военнослужащие. И, в общем-то, на сегодняшний день даже уже той мечети, которая есть, ей места уже не на всех хватает. Ну, говорят, что вы выезжаете сами и даже в горячие точки, да? Ну, приходится. Наши имамы все выезжают. Мы просто зону соприкосновения, это где-то около 1000 километров, мы разделили между нашими имамами, зоной ответственности. То есть мы знаем, если это зона ответственности, которая приближается к городу Снежному или к городу Шахтерска, имамы этих мечетей, они знают, что наводят контакты, встречаются с замполитами, встречаются с военнослужащими. И мы тогда посещаем, проводим намазы, проводим. Вот сегодня мы приехали на конгресс, приехали вместе с имамами общин Запорожья и Шахтерска. И выпала свободная минута, мы сразу же пошли в магазины, которые реализуют товары, исламские товары, то есть все. И мы пришли, нам необходимо, один имам говорит, тут мне нужно чапан обязательно. Нам нужно, нам нужно браслеты, нам намазлыклар. Очень много чего, и даже то, что у нас просят наши военнослужащие, с которыми мы встречаемся. Поэтому эту поездку мы используем в полную меру. Вы как-то даже сказали, что лучший замполит в военное время – это духовник, да? Что несут
вот духовники? Знаете, я вам расскажу один случай. Это было впервые. Мы, до того, как мы распределили наших имамов по зонам соприкосновения, значит, ко мне позвонил отец Петр. Это православный священник, которого направили. Вот он у кого-то нашел телефон, позвонил и говорит: Хазрат, хочу встретиться с вами. Ну, мы встретились в городе, в Донецке. Он говорит: вы знаете, вот я приехал в одну из зон, вот, и проповедовал православных ребят. А в стране стояло, человек 10-15. Ребята стоят, вот взгляды опущенные, вот что-то не то. Я им говорю: ребята, подходите, помолитесь с нами. А они сказали: нет, мы не можем, мы мусульмане. Ну и вот с этого момента мы сразу же выехали в это место. Вот, там, кстати, были наши братья, наши из Нижнего Новгорода были татары, и башкиры были. И вот мы сразу же с ними встретились. Это нужно было просто видеть их глаза, их чувства. Когда мы приехали не только от одного того, что мы приехали. Они почувствовали, что они не только защищают просторы нашей Родины, но они выполняют заветы Всевышнего. И тоже, как уже вы уже, наверное, слышали, что служба защиты Родины — это является первейшей обязанностью каждого мусульманина. И при этом они, наверное, тоже в вашем лице почувствовали некую защиту, духовную защиту, не так ли? Да, задаются когда вопросы. Вы знаете, когда задают вопросы, и мы отвечаем на эти вопросы, просто у них светится от счастья. Хотя мы знаем, что через день или через два пройдет какая-то ротация, они поменяются, они могут пойти на передовую, они могут погибнуть, и таких случаев, к сожалению, у нас было немало. Но, тем не менее, они нуждаются в том, чтобы у них у каждого был там духовник, каждого имам приходил, были телефоны, чтобы он мог задать в любой момент вопросы. Это все-таки их поднимает, их такой задор. Но ведь для вас это тоже огромная просто моральная ответственность, не так ли? Когда мы собрали свой съезд, когда мы организовали Духовное управление мусульман Донецкой Народной Республики, я перед этим встречался с муфтием шейх Равиль Хазратом Гайнуддином, которого я уже знаю более 30 лет. Еще когда-то он начинал имамом Московской мечети. И все советы, на всем этом протяжении я все время пытался с ним связываться и советы. И когда мы сказали это, он сказал: да, Хазрат, давай, это нужно делать. Вы должны поднимать, кроме нас, татаров, которые есть, я не хочу обидеть мусульман других национальностей, но все время говорю о том, что если бы не татары, во всяком случае, в нашей республике, то я не знаю, как бы Динебес было, вы понимаете, было бы. Рашид Эфенди, скажите, пожалуйста, а вот то, что касается истории нашего народа, именно в Донецкой республике, как они там появились, вы наверняка владеете какой-то информацией, да? Мои родители, уже, к сожалению, ушедшие в мир иной, приехали в 27 году. Это они вместе со своими родителями приехали в 27 году. То есть с бабушками, с дедушками все? Бабушками. Сперва откуда? С Мордовии, село Сургади Торбеевского района. Они приехали, моя бабушка, девичья фамилия Янакаева, у которой отец был муллой в этом селе продолжительное время. И те, которые приехали к нам, приехали, я имею в виду, на Донбасс, тогда открывались шахты, была заработная плата, все-таки шахтеры, шахты, металлургические заводы, химические комбинаты. Много татар, конечно. И много в это время татар переехало. В основном, конечно, у нас в республике татары Поволжья. За лучшей долей уж ехали, так ведь? Да. Конечно, за лучшей долей нужно было воспитывать детей. И вы как-то вспомнили, сказали, что о бабушке, я все время вспоминаю бабушку. Если бы не наши бабушки, наши дедушки,
Ну, я даже не знаю, что бы могло быть сегодня. К сожалению, мои внуки, не могу я сказать, что он в совершенстве владеет татарским языком. Ну, хотя понимают? Ну, понимает, а сказать не может. И вот мой внук Дамир, который учится у нас в Казани, в университете правосудия, вот я ему просто поставил такую задачу. Вы учите татарский язык. Чтобы ты приехал, владел татарским языком, ну и, конечно же, привез жену, татарку в Казани. Но вы говорите бабушка, значит, бабушка очень строгая была. Очень. Вот мы, школьники, приходили, я вспоминаю, когда мы приходили со школы, ну, первым делом через порог переступал в доме, а мы жили бабушка, вот дедушка мой очень рано ушел от нас, а бабушка жила, отец, мама, и мы с братом вдвоем в доме. И вот я когда заходил, вот первым делом, мама, кушать давай. Вот бабушка всегда ходила с палкой, вот она брала эту палку, просто вот с таким любовью, но этой палкой я получал. Вот я говорила, если в доме у нас услышу русскую речь, не отношения русофобы какие-то, нет, но в доме должна быть татарская речь. Только так. И я вот сейчас вспоминаю все время, и я, насколько я знаю, но я знаю, что я татарским владею. Я его знаю, пытаюсь своих детей, своих внуков. Ну, кстати, ну, тяжело. Если не общаешься, вот, ну, как у вас прекрасно, мы ходим по городу, заходим в магазины, в халяльные магазины заходим. Татарская речь, да тут, конечно, можно за неделю настолько овладеть ей, что будешь владеть в совершенстве. Но сегодня же вы уже понимаете, что бабушка была права. Я уже давно стал это понимать. Без этого, Конечно. без семейного воспитания, значит, язык сохранить на чужбине было бы невозможно, да? Ну, не только, и все, и язык сохранить, и религию свою сохранить. Это же очень важно. Понимаете, если мы вот с детьми, вот я знаю, что берем внука, идем на Джума намаз, я беру внука за руку, приходим. Вот он еще не читает, он намазы не выучил, но тем не менее он пришел, он за дедушкой повторяет все действия намаза, это уже, вот это начинается воспитание. Он знает, что не пойдет куда-то, он придет, ему нужно прийти в мечеть, вот, ему нужно уважать старших, ему нужно соблюдать все наши религиозные принципы все, поэтому это очень важно. Ну, а в вас откуда вот эти все традиции? Кто это заложил их? Ну, видимо, Как пришли к исламу, как пришли к мусульманству? Ну, с детства это, конечно. Мы ходили, во всяком случае... Значит, мечеть была? Раньше мечети не было. Вот, раньше мечети не было, но моя мама, папа, бабушка разрешали проводить джума намазы, праздничные молитвы. Они проводились в нашем доме. И вот собиралось здесь 10, 15, 20 человек, которые приходили, вот, вместе с муллой, кстати, который приехал из деревни, с той или иной Мордовии. У нас и Мордовия, и Пензенская область, и Нижегородская область. То есть центральная Россия, вот оттуда приехали. Эти были моллалар. Они приехали, но они не обученные. Они не учились в институтах, не заканчивали медресе. Они учились в своих деревнях, в своих поселках. И вот с этим они приехали, и вот это всеми своими силами пытались передать нам. Ну, а мы уж, конечно, пытались все это перенять и учить. Значит, народ, он жил очень сплоченно, да? Ну, Раз вы говорите, я даже не знаю сплоченнее народа, чем татары. Вот просто не могу сказать. Потому что, ну, это действительно настолько каждый за каждым, каждый должен переживать и переносит в душе не только свою боль, но и боль своего самого близкого, соседа, невзирая даже на его национальность или религиозную принадлежность. Просто вот такая душа у наших татар. А сегодня как? Вы чувствуете вот это, вот, я не знаю, плечо? Ну, конечно же, вот я все время вспоминаю Ментимир Шариповича, когда-то он на одном, может быть, даже на одном из съездов, он говорит, что если бы не религия, то не знаю, были ли бы татары. Это вот его я просто дословно не могу, но суть.
А у нас в Донецкой республике, Донецкой, я бы сказал, если бы не татары, еще неизвестно, как бы сохранился наш ислам и дошел до сегодняшний день. Потому что только благодаря татарам. Были татарские кладбища, были татарские муллы, были татарские школы, которые преподавали. И все остальные национальности, которые исповедовали ислам, они приходили к татарскому мулле, потому что он наиболее подготовленный, и он был. Ну, вот поэтому я и говорю, татары – это основная исламская нация, во всяком случае, у нас в России. Я даже этого не боюсь сказать. Ну вот когда работали в медресе, были наверняка сложности и с кадрами, и с учебниками. Кто помогал в те годы? Конгресс, у ну, нас и и сейчас, вот мы когда организовали, ну мы уже давно знаем, мы уже давно в качестве, у нас было, мы в конгресс, татарский конгресс, мы входили еще буквально лет 10 назад, мы входили как Донецкая областная татарский культурный центр. И у нас такие татарские культурные центры были повсеместно, во всех городах. И вот мы вот этими именно городами уходили в конгресс, который нам помогал, который нам во всем помогал. И литература, вот. И эту помощь мы ощущаем и по сегодняшний день. И вот буквально месяц даже меньше приезжал к нам Василий Гаязович. Мы встретились с ним. И вот тоже очень интересный момент. Мы собрались в одном из помещений больших, куда мы пригласили наших татар со всех городов. И вот когда начали ему представлять о том, что вот это наш татарский ансамбль песни татарской. И женщины наши встали, вот он сказал, ну так пойте. И вот они в зале, когда они не... Как петь? Нам тут петь. Вот пойте. И он вместе с ними пел эту песню. Так мне бабушки, дедушки со слезами на глазах все эти дни, вот настолько они восприняли этот приезд, о том, что мы не одни, о том, что мы есть, за нас заботятся. Нам особенно сейчас нужна такая помощь, не чисто духовная, душевная помощь. То же самое наше духовное управление мусульман Российской Федерации, шейх Равиль Хазрат Хайнуддин, вот каждый день. Вот мы звоним, если какой-то вопрос, он сказал, ночью, днем ты всегда звони мне на телефон, и мы попытаемся все помочь. И благотворительность большую оказывает. Мы все с Москвы привезли ковры, постелили все новыми коврами, все наши мечети, молельные дома. И то, что остается, мы все вывезли нашим солдатам в зону соприкосновения. Мы и там делаем подземные бункеры, где они по возможности молятся. Ну, здания, вот мечети, здания сильно пострадали? Очень сильно. Вот вы сегодня, наверное, не видели, сегодня мы презентовали ролик на пленуме. И пока, ну да, здесь, ну, представляете, 6 прямых попаданий. Первое попадание у нас было в 2015 году, когда дети, когда все пришли, была праздничная молитва Рамазан Байрама. Вот пришли дети, раньше пришли в мечеть, они были на территории мечети во дворе, шары мы пытаемся, ну, украсить, как каждая мечеть, сладости приготовили, всевозможные конкурсы для детей. И в это время прилетел снаряд. Вот просто по воле Всевышнего он чуть в стороне, мы успели забрать наших детей, спрятали их в мечеть, ну и все, и слава Аллаху, все это. Ну и после этого еще 5 прямых попаданий. Окон нет, дверей нет. Сторож, который у нас осталось, теперь уже 2 осталось. Один из них во время дежурства наступил на мину «Лепесток», и в 12 часов ночи раздается ко мне звонок. Меня убили. Это наш сторож. Звонит, ну быстро, естественно, приехали в мечеть. Вот он лежит на территории, ну, во дворе, с оторванной ступней, кровь. Ну, мы, слава Аллаху, мы успели все, вызвали скорую помощь. Вот сейчас нам Духовное управление мусульман в Москве помогает нам поставить протез его ступни. Ну, мы над этим работаем.
То есть восстанавливать будет очень сложно, да? И вот и здания, и сооружения, все это. Вот у нас Мариупольскую мечеть, мы встречались с Марат Шакирзяновичем Хуснуллиным. Он сказал, значит, давайте мы будем восстанавливать. Есть такие предложения, там и наш президент Владимир Владимирович Путин об этом знает, и ставил задачу, значит, восстановления всех культовых сооружений в зонах, где они потерпели. Вот. И мы определили сразу, и он сказал, вот Донецкую мечеть мы начинаем, давайте делать, но мы не можем до сегодняшнего дня делать ремонт, потому что над нами летают коптеры, которые сбрасывают, охотятся за каждым человеком, уже не говоря уже о военных. Они не смотрят, есть военные или что, или какие-то техника какая-то военная. Идет человек, видят мечеть, идет человек, они тем не менее посылают туда коптеры, и у нас падает уже около 6-7 попаданий в мечеть. Поэтому восстанавливать очень много. Мариупольская мечеть, которая пострадала, и которую мы в первый же день освобождения нашими ребятами Мариуполя, я сразу же туда приехал. Ну, правда, меня одного не пускали, сразу 10 человек наших ребят, воинов, одели, обули, и мы приехали туда в мечеть. Ну, даже 10% разрушений в той мечети нет такой, которая у нас сейчас в Донецкой соборной мечети. Но ее восстановили. Фонд Героя России Ахмад Хаджи Кадырова взялся за ее восстановление. И я был на одном из круглых столов в Грозном, где мы встречались с Аймани Несиевной, это с руководителем этого фонда, которая сказала, мы будем восстанавливать Донецкую соборную мечеть. Ну, то есть, получается, мусульмане России вместе? Всемирно, всемирно. У нас просто сейчас мы являемся уже полнокровными. Мы не можем сказать мусульмане России или мусульмане Донецка. Мы мусульмане России. Мы уже 1,5 года вошли полноправно, вошли в Российскую Федерацию, поэтому мы россияне, альхамдулилля. Рашид Афанды, и все же, ну вот, как бы ни говорили, вот страшно возвращаться? То есть вот вы здесь сегодня, сейчас в Татарстане, мы сейчас с вами разговариваем здесь, да? Ну, нам не страшно, нам непривычна эта тишина. Нам непривычен вот гул деток, которые... Нам непривычен гул самолета. Вот мы были в экспоцентре, а там аэропорт рядом. У нас 10 лет уже самолеты не летают. Поэтому вот эти неприлично. И вы представляете, вот если дети, рожденные в Донецке, в республике, ну, 10 лет уже проходят эти действия, и 10 лет, они уже 10-летние ребята, и девочки, мальчики. И вот 5-летних вот я прохожу, и тут, ну, песочница. И вот в песочнице дети сидят, и тут раздается выстрел. Может быть ПВО, может быть это наши средства, может быть к нам летит. Никто, посторонний человек не узнает это. А девочка с мальчиком 5-летняя, не бойся, это от нас полетело. Это 150-й калибр или 155-й калибр. Это от нас полетело. А вот тут не мы, тут надо прятаться в бомбоубежище. Поэтому это очень страшно. Это пережить. Но мы уже привыкли, поэтому мы не только не боимся, мы стараемся быстрее вернуться. Все равно тянет, да? Ну, конечно, мы должны вернуться, нас там люди ждут наши, которые знают и смотрят, знают, что мы приехали на Конгресс, о том, что мы встречаемся, о том, что хороших вестей ждут. Вот, поэтому мы должны быстро возвратиться и приступить к дальнейшему своей работе. Своей работе, каждодневной работе, так ведь? Рашид Афанды, скажите, все же мусульман же говорят, что самый большой грех – это уныние, да? Нельзя как бы вдаваться в это уныние. Вы сегодня тоже живете по этому принципу? Совершенно верно. Вокруг нас люди, которые нам верят, которые нас избрали, которые ждут от нас. И тем более, ну, если мы, вот представьте себе, мы приходим к какие-то вот людям, хотим ларга там или на какие-то мероприятия приходим, и если приходит имам унылый, у которого нет настроения, который не может передать людям и поддержать их, ну, естественно, он такой поддержки иметь не будет. Ведь вы в самый такой ответственный момент, самый важный момент человека, в момент радости и в момент скорби, да? Всегда должны быть рядом.
Поэтому у нас такая собралась команда наших имамов, которые живут и работают с людьми, которые, конечно же, о них заботятся. Он никогда вот сейчас, вот любого из нашего имама, застав, все быстро собери вещи и уезжай, здесь опасно. Ни один из них, я больше чем уверен, не уедет. Останется до конца и будет ждать тех времен, когда мы, иншаллах, восстановим все наши мечети, освободим наши территории оставшиеся. У нас есть города, которые еще, к сожалению, еще находятся на другой стороне, и нам звонят мусульмане, которые там живут. Ну, они боятся, они с опаской звонят, потому что знают, там их органы могут перехватить разговор, наказать. Они ждут, когда мы придем, когда мы восстановим мечети, когда мы откроем наши школы, когда восстановится мир на нашей земле. Бик рахмет сізге, Рашид Эфенди. Амин. Эйма, самое главное, амин. Дай Бог вам здоровья, сил и терпения. Амин. Спасибо большое за интервью. До свидания.